ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога і царівність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с духом твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас 27-й звичайний тиждень, розпочинається. И распочался месяц Костричника, коли особливым чином молимся с вами молитвой Роженцовой. Святой Отец закликает нас, как мы молились в интенциях супокою. А сегодняшние интенции на сегодняшний Святой Мшин, Святой в интенции Святого Отца, в працовництве поміж визнаннями різних релігійних традицій, молимося, як визнавці різних релігійних традицій супрацовничали поміж собою для оборони і будування спокою, справедливості і братерства. Дякую Пану Богу за молитовні групи у нашій парафії. Молимося в інтенції чину оружия беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марії за їх сім'ї, просячи небесного заступництва от щоденной опецы. Просим Божьей ласки, опеки на Святейшей Панны Марии и Святого Юзефа, для членов ружья Святого Юзефа и ружья Матери Божией Ангельской и их семьев. Молимся в интенциях князя Александра Фоминых с нагоды дня народжения. Дякую за интенцию, да, вчера у меня было 67 годов. Божье благословение, опеки на Святейшей Панны Марии, навертание до Пана Бога, поспеховой учебы, здоровья для Алексея, з нагоди дня народження, а так само потребних ласків для його родних і близьких. Віншуємо Алексея. Божої ласки, даров Духа Святого, опеки Панни Марії, отця Фабіана, для Надії Сергієвич, Олени Шейна, з нагоди професійного свята. Віншуємо всіх наставників. Мені так само можна повіншувати, я наставником працював. Божье благословение, опеки Матери Божией для семейной пары Ольги и Александра и их детей у день шлюбу. Так само віншуем опеки Святой Цицилии, даров Духа Святого, здоровья, Божьей ласки для наших органистов Алены и Валентины с нагоды дня народжения. Віншуем органистов. И так само за померлых в Володарстве Божьем для Вацлава Шемчука в 20-ю годовину смерти, усіх померлих сім'їв Шемчук, Новицких Григорцевич. И так само сегодня меняется таємниця. Благословляем молитву благословения таємниці. Молимся. Пане Иисус Христе, Ты для нас уцеловился от Духа Святого, принял тело с Панной Марии и стал человеком. Просим, благослови этой таємниці Рожанця Святого і кожного, хто, ушановуючи Твою Найсвятейшую Мать, буде молитися, учеників усі, хто буде розважати над таємницями Твоего життя, смерті і воскресення, отримали дары Духа Святого и после закінчення земного вандрования были годными удельничать у вечном житті, який живеш и ударишь в веки вечные. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана нашего Бога, щоб освятил эту воду, якою ми будемо окроплені на вспомин нашого хресту. Нехай Йон допоможе нам заставатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хресту. Молимся. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, щоб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані в Твій день, Пані. Обнови у нас животворчою криницю Твоєї ласки і оборони нас від усілякого зла, якое погрожає душі і тілу, щоб ми могли з чистим серцем наблизитися до Тебе і отримати Твоє збавлення. Праз Христа, Пана нашого.
Нехай всемогутний Бог очистить нас от греху и праз гэтую евхаристичную ахвяру учинить нас згодными брать удел в небесной гостине Его владарства. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благородия небесный, Боже, Ой же всемогутный, Пане Сыне Антинародный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які вяриш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які вяриш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сядеш правороджайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты щедро даешь усім, кто Тебе просит, больше, чем яны заслуговують и жадають. Будь до нас милостивый и пробач нам грехи, які непокоят наше сумление, а так само дай нам тое, об чем просить Тебя не отваживаемся. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе в дарах єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Абакума. «Докуль я, Пане, буду кликать, а Ты не чуешь? Докуль буду кричать Тебе, гвалт, а Ты не ратуешь? Но вот что показываешь несправедливость и глядишь на несчастье. Рабунок и гвалт передо мною, и взникая спречка, и повстає разлад. И сказал мне Пану отказ, запиши, что бачишь, и растлумач на таблицах, каб читач мог легко прочитать. Бо тое, што бачыш, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, і не ашукае. Калі нават будзе марудзіць, чакай, бо прыйдзе абавязкова, не спозніцца. Вось знемагае той, у каго несправядлівая душа, а праведны будзе жыць, дзякуючы сваёй вернасці. Гэта Слова Божае. Голос Пана, сердц не закрывайте. На голос Пана, сердц не закрывайте. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу, скале нашего збавлення. Станем з подякою перед обличчям Ягоним,
песнях ускликнем Ему. На голос Пана сердце закрывается. Прийдите, поклонимся и упадем, уклінчим перед Паном, який нас створив. Бо Он наш Бог, а ми народ Його найпаше, і овечки Його найруки. На голос Пана сердце закрывается. О, как вы послухались негоный голос, не робите жорсткими серце ваше, як уме риба, як на пустыні в день маса, де мяне спокушали гайцы ваши, випробовали мяне, хоть і бачили справи моє. На голос Пана сердце закрывается. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы. Нагадываю тебе, каб ты распальваў дар Божий, які ёсць у тебе праз ускладанне моих рук. Тому что Бог дал нам не духа боязі, але силы, любові і цвярозасці. Дык не саромейся сведчання нашага Пана, не мяне, вязня ягонага, але паводле сілы Божай далучыся да цярпення ў дзеле Евангелія. Трымайся прыкладу здаровага вучэння, якое ты чуў ад мяне у любові і веры, які ў Хрысце Езусе. Гэты прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Пана триває навіки, а тим словом єсть добрая новина, обвещанная вам. Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час апостоли сказали Пану: «Да дай нам веры». Пан сказал им: «Коли б умерили веру с горчичное зерня, вы могли бы сказать смоковнице гэтай: вырвися с коренем и пересадися у мора. Яна бы послухалася вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре, альбо пасвіць, скаже йому, коли он вернется з поля: як прийдеш, одразу сядай за стол. Наоборот, ці не скаже йому: приготуй мне повечерить и, підперезуючися, прислуживай мне, поколь буду есть и пить. А пасля будешь есть и пить ты. Ці будзе ён дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае. Вы таксама, калі выканаеце все загаданае вам, кажыце: мы никчемные слуги, бо зрабілі тое, што павінны зрабіць. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. На початку Святої Мши,
Что было? Обратно покопление водой. Для чего он был? С одного боку так, а с другого боку? Коли ви слухали уважливо молитву, яка читається, якою святар молиться під час благословления воды, там есть такие слова, ну не дословно, а так попросту. Згадываем при этом, коли есть прикопление воды, наш хрост. Згадываем наш хрост. Это не только там капля воды трапила, але хрост – это початок нашего духовного життя. Огороды мати свои. Шмат. Да, вы пришли, скопали огород, поборонили и пошли. Что там вырастет? Ну ничего ж не вырастет. Коли вы не посеете якось зерня там, так, как зерня посеять, потом его подливать, потом там полоть треба там, да, ко мне там чтобы это все выросло. И так только даст урожай. Так само, коли нас похрестили, кого-то там в детстве, может, кого-то дорослым, в нас было засеяно зерня чего? Веры, так. Зерня веры. И это зерня повинно расти. Зерня это повинно расти. И сегодняшнее первое читание, что нам кажет? Праведный будет жить верой. Тут толмачение верностью, але это одно и то же самое слово. С греческой мовы, так оно на греческой звучит как пистис. Это вера и верность. Верности без веры не бывает. И пророк Авакум, он скардится Пану Богу, он там просит его. И Пан Бог скажет, что будет тебе дадено, только там свой час. И для этого потребна так само вера. Часом, ведаете, коли я размовляю с людьми, они и кажу, треба молиться. Ой, очень молюсь, и так за этого ничего не отрымливается. И человек просто перекресливает то, о чем он молится. Он просто не верит. Коли не отрымливается, ну и не отрымливается. Поговорю там, что это там только молитва, это размова с Паном Богом. И Пан Бог хочет, мы с ним размовляли с верой, да? А с другого боку, это так само дар, яким нам дадений. Сегодня другое читание, святой Павел пишет, Тимофею, он там, конечно, по іншим даре пишет, он о даре, там Тимофей был біскупом, святой Павел усклав на його руки. Але он, святой Павел пишет, заховуй і там пильнуй харизмат, ці дари, харизма – це дар, який ти отримав. Ми так само повинні цей дар не тільки заховувати, який ми отримали під час Святого Хресту, але щоб він так само розвивався в нас. А як він повинен розвиватися? Як повинен розвиватися? Будем себя там поливать святой водой, да, там возьмем там какой-нибудь душ и будем стоять под святой водой. Так, молиться треба. Але не только молиться, треба читать Святое Писание. Библия пишет, святой Павел пишет, послание до римлянам, что вера родится от того, что мы чуем. А что мы чуем? Новины от соседа, так? Нет. Конечно же, Слово Божие. Слово Божие. И читается это Слово Божие каждый раз, когда мы приходим на Святую Мшу, и оно читается. Видите, я служил в Червоном костеле, в кафедральном там 2 года, там шмат людей было, так, ну как вас. Я вельми часто пытался, какое сегодня читание было, и на меня глядят, что ты пристал к нам, мы же пришли сюда, ну. И такое выражение, что пришли для свята, мы ж пришли сюда, что ты хочешь от нас? Ну и пришли, и подальше что? Пришли и ушли, да? Вера родится от того, что мы чуем, а то, что мы чуем, это Слово Божие. Треба похиляться над Святым Писанием, читать его. Люди часто говорят, я его не разумею. Когда вы будете читать, часто, то Бог сам будет, сам Пан Бог открывать будет. Тим більше зараз є в інтернеті, можна послухати, є добрий, наприклад, отець Марок Свічковський, хто-то шмат його слухає, да, інші такі, можна просто послухати коментарів різних. Різні групи є, які просто вивчають Святое Писання, але чоловік просто лінивий, він не хоче, да. Як було там колись, там Біблії не було, і не було, да. И потом мы приходим, как учени сегодня приходят и говорят, Пане Иисусу, да дай нам веры, да дай нам веры.
И что Пан Иисус скажет? Ну, там, вот возьмите там. Так. Он скажет, что коли бы ваша вера была как зерня горчицы, самое наименьшее зернятко, самое маленькое было в Израиле, то коли бы вы сказали с этой смоковницы, то поднимись и пересадить с моря, и было бы вам. Что это было не только, если древо растут в воде, нет, не растут в воде, в самой воде, но бывает там где-то там, или корень так самое, вот сидят там где-то в земле. Это кажется, что просто про веру человек может заробить, или не человек, только Пан Бог может заробить немагчимое, то, что нам, просто мы себе не можем даже уявнить. Віра – це упевненість в тому, що ми не бачимо. Чоловік хоче побачити. Навіщо мені вірити, що є столбці в столбцах, є костел Святого Казимира, коли тут був, приїжджав, бачив, у вас некоторых ведаю, да? Віра – це упевненість невидимым, не бачимо, то, що я не бачу. Коли бы ваша вера была как зерно горчицы. Маленькая, але вера развивается. И человек повинен завсёды, коли я часто нахожу всем, что и своим парафиянам былым, я уже не пробующий, только Радио Марии занимаюсь. И когда ко мне люди приходят, не говорите негативно, не говорите там, молюсь, и так ничего не будет. Человек верит в то, что он кажет. Коли мы негативно кажем, не будет, не отрывается, и так ничего этого не будет, но и так и не будет, да. Видите, как 12 человек и пошли там и на вывед за Иордан. Коли Моисей их послал в землю обетованную, поглядите, там что там земля. И так жертвой они прибежали при Иордане как посуху, да, они ноги не замочили от страху и кричали там, куда ты нас послал. Там земля поглинает своих людей, там такие живут волоты. Куда? Мы в Египте вы сидели. А то вывел нас в пустыню, есть нема чего там еще на землю. И Пан Бог им сказал, что? Отрымаете то, что сказали. Как сказали, не войдете в эту землю, так вам и будет. А Иисус Навин и Халев ей сказали, так, мы войдем в эту землю, потому что Пан сказал, потому что Пан Бог пообещал нам эту землю. Бо и Он за нас змагається, и Он найвеликший воевник, и Он попросту завсёды верным застається своему слову. И они вошли, Халев, и коли читаете Святое Писание, Иисус Навин, да, книга есть такая, они вошли в эту землю и жили там еще сколько-то годов. Потому что они наставлены были позитивно, а не так, как 10 там они были негативно, значит. Так само нас Пан Бог закликает, и сегодняшнее читание все закликает, как вера наша была позитивная. Вера – это то, что чем я могу перекрочить, про что я бачу. То, что я чую, или то, что я чуваю, да. Болит мне что-то там, молюсь, но болит и болит, никак, но я и так. Але треба через это признать же верой. Ці там сакраменти, ми бачимо тільки воду, коли нас хрестять. Ці там олей, там. Бачимо тільки невеличкий кавалочок хліба, да, коли там чоловік бачить. Але вера нам повинна сказати, що ми повинні перекрочити і убачити в этом маленьком, коли там хреститься кто-то в этой воде, то, что, видите, смывает себе першородный грех. То, что мы становимся детьми Божьими. То, что помирает человек старый и нарождается человек новый. Или так само то, что это зерня веры у нас уже там Пан Бог посадил, как оно росло. Это хостия, да, какой святар показывается там, когда там принимаешь тело Христа. Это Амон повинно так, Пане, я верю, что ты живой, что ты приходишь, але мы так само молимся подчас Святой Мши, Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровленная душа моя. Это не мои слова, когда ты в книге такое прочитал в одной, оздоровляющей от сакраментов. И человек просто принимает, он нібито мы молимся за свое оздоровление, а так само душа и как-то наше сердце, и наше мышление не меняется. Нема это метаноя. Метаноя – это такое изменение наше, это не только измена моего життя, это измена моего життя. Коли бы умели веру зерня горчичное. Але потом Пан Иисус скажет, что это про слугу эту приповесть рассказывает. Мы так само, мы не невольники, мы слуги Божии. Да, Иисус сам стал слугой, как нам служить, пришел, и Он, будучи Богом, написано в послании до Филиппянов, да, образом Божьим
И он просто не предпочитал быть наравне с Богом, только уничижил самого себя. На российской мове, это знаю, на память эту, приняв образ раба. Да. И он стал таким невольником. І він помер за нас, як на крижі, да? И он закликает, как мы подумали, как мы поглядели, что мы можем выполнить то, что нам дадено, то, что нам повинны выполнять в своем житии христианском. Заповедь – это не заказ такой, да, заборона. Вельми часто кажут: о, вы там христиане обмежованные, вам заборонено это. Мы-то свободные. Это свобода ведь никуда. Свобода, соправная свобода на Боге. Заповеди, так кто-то сказал, это знаки попросту руху дорожного. И коли мы сапраўды открыты на это, коли открыты на Слово Божие, коли открыты на Духа Святого, в сакраменті біжмування, якому так само задаток приймається з Духа Святого по Святому Христі, то, конечно же, моя вера будет расти. И это зерня, горчица даст свой плен. Не только тут на земле, але перед всем, конечно, в вечности. Памятаем об этом. Особливым чином, коли если это покопление водой, вот, коли мы входим в костел или дома, там, да, коли мы занужаем эти пальцы, свою руку в эту воду освященную, памятаем в Святом Христе, что колись у нас правды было посеяно зерно веры. Коли мы отримали этот дар от Пана Бога, мы этого не заслужили, его заслужил Пан Иисус. И как эта вера разостала нас, как это зерня горчичное в нас росло. Праведный будет жить с веры, от веры. Как мы были справедливыми. И только Бог это робит, не я. Але мне повинно моє прагнення быть супрацовником, быть таким слугой, яким Пан Иисус скажет. Я роблю только то, что Пан Бог мне покинул, и то, что Он сказал, то, что Костел робит. И таким чином досягнем до того, для чего мы были створені, для чего попросту человек отримлює хрост, для чего Пан Иисус пришел на эту землю, отдал свое життя за кожного из нас, за меня конкретно, как за человека. И досягнем владарства Божие, розпочинається тут, в сердце, да, под час Святого Хроста, але мы досягнем владарства Божьего, для чего Пан Иисус пришел. И это мета нашего життя, не тут на земле. Так что, дорогие мои, николи не говорите: молюсь, а ничего не отремливается. Вы просто перекрестываете, смотрите, глядите на все позитивно. И Иисус закликает, и первое читание сегодня, Пан Бог проспершить, про звука Авакума нас закликает. Александр Святой Павел закликает Тимофея, нас закликает, как мы развивали этот дар, який мы отримали под час Святого Христа. Аминь. Вера в единого Бога. И небачного, и у единого Иоанна Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, Яфиова сожженного, всеми веками, Бога от Бога, Святло от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, мир створенного, одиносутного Айсу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления зашел в небо и уселился от Духа Святого с Девой Марии и стался человеком, крыжованный так само за нас и в конском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придел в хвале судить живых и померлых, и Его неодарству не будет конца. Веру в Духа Святого,
Пана і животворцю, який зайця і сина походить, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один і святий католицький і апостольський костел, и один их рост, ушение грехов, и чекаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем світі. Про Ісуса Христа, який про свою крижову ахвяру вислужив нам годність дітей Божих, з довіром представим нашому Отцу у небі потреби Костела і всього світу. Молимся за святий костьол, каб ён узрастаў у сведчанні єдності і любові, до яких його покликав Єсус Христос. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб ён давал недзею покривдженим і нес світло вірам усім людям. Тебе просим. Молимся за державных кіраўнікоў, каб яны умело праводзілі дзяржаўную палітыку, дзеля дабрабыту ўсяго грамадства. Тебе просим. Молимся за служэнствы нашай парафіі, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкаванню сямейных абавязкаў. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамагалі ім супрацьстаяць грэху. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб наш удзел у святой імшы з кожнай разам прыносіў усё больш багаты плён. Тебе просим. І в інтенціях, як цэлебруецца гэта святая імша, Тебе просим, Усемагутны Боже, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе. Учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца, праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освети нас про святые таемницы, у яких мы Твои слуги удельничаем, исполни нас свято справу откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І
угору серці. Узносили до Пана, Подякуєм Пану Богу нашому. Он нам это и справедливо. Со правды годного это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, у всемогутний вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своей мукой изнищил наши грехи, повстанием с мертвых дал нам уделу житий вечным, а узыходячи до Тебе, Ойче, отчинил нам брамы неба. Тому за анgelами всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышинях. Милости, Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, ка принял и благословил эти дары, эти приношения, эту святую безоганную офяру. Складаем это наперш за святый католицкий костел. Будь ласкавый, одоривать с упокоем, оховывать, єднать и керовать во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом XIV, Ескупом нашим Юзефом, и всеми, кто верно заховывает, вызнає католицкую апостольскую веру. Пам'ятай, Пані, про слугов Твоих, про живых, за яких церебруется эта святая мша, и про всех тут присутных. Вера отдана всех таких, что ведал. За их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и они ее так само приносят за себе, за всех своих ближних, за откупление душев, за надею на збавление и уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У єдності з усім костьолом перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, і спасав на апостолов Духа Святого, найперш спашаною успоминаем благословленную завсюди Панну Марию, Маті Бога і Пана нашого Ісуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Томаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матфея, Симона и Тадеуша, Лина и Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Косьму и Демьяна. И всех святых Твоих, проси их заслуги молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Прос Христа, Пана нашего. Пане, ласкаво прими, просим, эту ахвяру от нас, Твоих слугов, эту всей семьи Твоей, заховай дни наши у Твоим супокое. Збав нас от вечного суджения и долучи до Твоих выбранных. Прос Христа, Пана нашего. Просим Тебя, Боже, моцую свое благословление, освети эти дары и учини их досконало и милую Тебе ахвяры, как стали сены для нас телом и кровью Твоего милейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. На передней муке Он взял хлеб у свои святые руки, святые достойные руки поднял очи до неба, до Тебе, Бога Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечере взял гэты почесный келих у свои святые достойные руки,
Знов тобі подяку складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита в ділі відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступания. Пане, мы слуги Твои, Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное в небо вшествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем на святейшее величие Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру безоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на милостью испогадно и ласкаво прими, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да безоганную ахвяру, яку принес Тебе наивысший святарь Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому анgelу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем в этой ахвяре алтара и приймаем на святейшее тело и кровь, отримали щедрое благословение и ласку. Праз Христа, Пана нашего. Пам'ятай, Пані, так само про слугов Твоїх, про померлих, за яких цeleбрується эта святая мша, які дошли перед нами со знаком віри і спять в супокої. Просим Тебя, Пані, дай им и всем, кто спочивает у Христе, пребывать вместе с утешением светла и спокою. Праз Христа, Пана нашего. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподіваються на великую милосердность Твою, будут ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Иоанном, Стефаном, Матвеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетулой, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми, які и уедино просим нас и в своих супольность не для наших заслугов, але дякуючи Твоєму пробаченню, праз Христа, Пана нашого, про якого Ти, Боже, всі Ти доброти неспинно створяєш, освячаєш, оживляєш, благословляєш і нас ими наделяєш. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Памятуючи Божьи заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от усего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру в костела Твоего, и згодно с Твоей волей будь его ласкавы, дарите супокоем и едностью, який живешего даришь на веки вечные. Супокой Пана, някай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пані, я не вартий, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Усемогутный Боже, ученик опудил в этом сакраменте, надолил голод и прагу наших душаў. И ученик, об мы подобны, нас подобными до Христа, якого мы приняли, який живе водарить навеки вечные. Дякую за супольную молитву, выслухайте парафіяльні об'яви. Душпастерські об'яви на 27-й звичайний тиждень в Красноречному католицькому костелі особливим чином присвячений святому Ружанцу. Кожний день на протягу этого месяца о 18 годин в інтенції миру во всем свете, а так само за батьков живых и померлых молимся Ружанец. По закончении 18:30 святая имша. У авторок 7-го костричника вспоминная святейшая Панны Марии Ружанцовой, святая мша о 9 године и 18:30. У этот день вельми запрашаем батьков прийти с детьми у 18 годин помолиться Ружанец и поудельничать у святой мши. Нехай Мать Божия, королева святого Ружанца, опекуется нашими семьями. У середу, окромя вечерней святой мши, и у 9 годин раницы у субботу святая мша о 9 године, о 19 године, у неделю, як завсёды у столбцах святая мша в 11 и 18 годин, у Жатереве и отец две о 9 године и у Новосвердне о 13 годин. Приносите, коли ласка, вы поминки не откладывайте на опошний день, записки и Ахару отдаем у ларок дежурному. Заохочиваю куплять часопис Ава Марии, еще засталося некалькі вересінських номеров. Есть молитовник, просите, отрымаете, у яким змещены летания, новенны, вяночки, молитовники за померлых, вечный отпочинок даем пані, а так само Ружанцовые таємниці. Кому треба пам'ятать, коли ласка. Не бувайте календар на 2026 год. Дякую за хвилювання на потреби парафії, особливо на орган. Дякую всім пілігримам, які відправилися на Ружанцовий конгрес у Могилев. 25 костричника у Пінській катедральній базиліці відбудеться головна урочистость, присвячена 100-годдю заснування Пінської дієцезії. Уділ в їй прийме кардинал Клаудіо Гаджироті, префект дикастерії по справах усходніх костелов. Специальный посланник Святого Отца на этой урочистости, ксенц Марьян, уже собрал 6 делегатов от своей парафии. Коли кто хочет, может организовать пилигримку. И это все объявы. Примите Божье благословение. И с духом твоим. Нехай вас благословит всемогутный Бог, и Отец, и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуем Пану Богу. С кем благословение.
Літання до найсвятейшей крови Пана Єсуса. Кирія елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче з неба Божа. Змілуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа. Змілуйся над нами. Духу Святый Божа. Святая Троица Один и Божа. Змілуйся над нами. Кров Христа, единородного Сына, Отца Предвечного. Кров Христа, уцеловленного Слова Божьего. Кров Христа, нового и вечного заповету. Кров Христа, якая сплывая на землю при кананні у саді оливним. Кров Христа, яка стекала при бичеванні, вибав нас. Кров Христа, яка сочилася з-під тернової корони. Кров Христа на крижі пролита. Кров Христа расплата за наше избавление. Кров Христа, без якої нема пробачення. Кров Христа, яка в Евхаристии поет и очищает души. Кров Христа, криниця милосердності. Кров Христа, яка перемагає злих духов. Кров Христа, мужність мучеників. Кров Христа, моць віровизнавців. Кров Христа, криниця чистині паннов. Кров Христа, підтримкування безпеці. Кров Христа, прохлада працюючих. Кров Христа, сутішення засмучених. Кров Христа, надія у покаянні. Кров Христа, полегко помираючих. Кров Христа, супокой і радость серців наших. Кров Христа, задаток життя вічного. Кров Христа, збавлення душів чистових. Кров Христа, усілякої хвали і пошани найдостойніше. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету. Откупил Ты нас, Пане, кровью Своею. І вчинив нас володарством Бога нашого. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты одинородного Сына Своего установил откупителем свету и просков ягонную дал мовчимость вымолить пробачення. Дай нам, просим, годно ушановывать ахвяров нашего избавления и просие месть оборону от зла часового на земли, как радоваться вечному счастью у небе. Прас Христа, Пана нашего.
Милость Бога, заясне
Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул вспомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы тела и крови, как мы завсегда отшивали в свою пленку от Твоего откупления, и живейшего даришь на веки вечные.
Божа, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братоў і сестер